Каждая боевая награда заслужена с риском для жизни. Это для своих внуков Хусейн Сулейманович – дедушка, а для всех остальных – в прошлом замкомандира ОМОН Ингушетии, ветеран боевых действий. Накануне ко многочисленным наградам и регалиям добавился и всероссийский статус «Семья года». Всего у супругов Мархиевых 6 детей и 14 внуков. Стать лучшими во всей стране они даже и не мечтали. Подполковник милиции в отставке Мархиев больше 20 лет посвятил службе Родине и закону. По его стопам пошли два сына. На плечи милиционера и его сослуживцев пришлись лихие 90-е. Ребята были смелые, отважные. В то время только становление республики было. И занимались. И очень много ребят тоже погибло. Дал гештолт, дал каких-то бог царях. И сейчас тоже достойные ребята. Все мы должны для блага Родины стараться защищать Отечество. Все дети у супругов Мархиевых получили хорошее образование, у всех уже свои семьи. Старший сын вместе с отцом служил в ОМОН, младший также выбрал службу Родине в Росгвардии. С 2022 года находится в зоне проведения спецоперации. На вопрос, хотел бы изменить что-то в своей жизни и выбрать другую профессию, глава семьи Мархиевых сказал, как отрезал, в своем выборе он никогда не сомневался. Нет. У меня была возможность бизнесом заниматься. Нет. Не сомневаюсь ни граммочки. И мои сыновья не сомневаются. А вот на долю матери каждый раз выпадает ждать. Сначала с волнением и тревогой в душе она ждала со службы мужа, потом еще и старшего сына, а теперь самого младшего. Старший сын пошел 18 ему. В то время и убивали, и это... Не знаю, а потом и младшего ждать. Это только мать знает, как ждать их. А ждать это трудно. На пенсии глава семьи Мархиевых, подполковник милиции, не скучает, воспитывает внуков, ведет подсобное хозяйство и мечтает завести страусов. А про секрет семейного счастья отвечает просто. Секретов нет никаких. Главное, чтобы дружно жили, трудолюбивые были, чтобы все любили трудиться, и все получится. Для Ингушетии признание местных жителей семьей года на всероссийском уровне почетно. Глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале поздравил Мархиевых. Для ингушского народа семья испокон веков занимает особое место. Это самая большая жизненная ценность, которую мы бережно храним и передаем из поколения в поколение. Поздравляю семью Мархиевых с победой. Эта награда – признание их многолетнего служения Родине и верности семейным традициям. Чета Мархиевых победу своего семейства принимает скромно, однако весть об этом разлетается молниеносно. Пока наша съемочная группа гостила в доме семьи года, с поздравлениями стягивались соседи. Когда мы узнали о победе, это обрадовало всю нашу улицу. Чуть ли не отмечали, все поздравляли. Естественно, нам это очень понравилось. Семья хорошая, помогает, чем может, никому не мешает. У нас, естественно, вся улица очень хорошая, алхамдулилlah. Поэтому всех, естественно, это обрадовало. Мы рады, заслуженные победы. Чете Мархиевых в ближайшее время предстоит небольшое путешествие вдвоем в столицу нашей Родины. Награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года-2025» пройдет в Москве 15 октября в Государственном Кремлевском дворце. Такие люди прославляют Ингушетию на всю нашу необъятную Родину. Особенно почетно, что речь идет о номинации «Семья защитника Отечества». Анастасия Шишина, Мавлад Кирий Ахильгов, Магаз 24.